Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за раздел «Культура. Молодежь в современном мире». Мы здесь будем выполнять задания на чтение и письмо. Прочитайте текст «Социальные сети и их роль в жизни современного человека». Социальная сеть – некая новая парадигма существования человека в интернете. Раньше приходили в интернет для поиска информации. Это системный администратор, программист и так далее. Потом пришла молодежь, студенты, школьники для поиска информации, рефератов, докладов. То сейчас практически в интернете все. Социальные сети дали среду обитания людям. В социальных сетях человек может жить, не выходя из них параллельно. Согласно статистике, в социальные сети человек приходит для общения, приобретения друзей, просмотра фотографий. Интернет занимает все больше времени в жизни человека и приходит зависимость. С развитием интернета меняются отношения между государством и человеком. Голос людей в сети может быть услышан. Проблемы одного человека становятся известными. Человек открыт. Социальные сети меняют отношения между людьми. Люди всегда останутся людьми. Интернет снимает психологические барьеры между людьми. В социальных сетях информация распространяется мгновенно. С бурным развитием социальных сетей каждый пользователь интернета является маленьким СМИ, то есть средством массовой информации. Будущее интернета за абсолютным проникновением информации во все уголки жизни человека. Знание о человеке становится важнее прямого контакта с этим человеком. Неважно, кто ты. Социальные сети делают человека уязвимым. Социальные сети – зло, но от них никуда не деться. В идеале интернет-общение должно дополнять нашу жизнь, а не являться основой всей жизнедеятельности. То есть этот текст, ребята, разделяете на основные смысловые части. Каждую смысловую часть разделите на подпункты. Каждую часть и подпункты озаглавьте. Жаңағы оқылған мәтінді, тыңдалған мәтінді, балдар, сіздер негізгі бөлімдерге, ал негізгі бөлімдерді тағы да қосалқы бөлімдерге бөліп көрсетулеріңіз керек. Например, первый пункт. Что представляет собой социальная сеть? И первый подпункт. Для чего приходят в интернет? Второй подпункт. Среда обитания людей. Вторая часть. Какую роль имеет интернет в жизни людей? Первый подпункт. Как появляется зависимость? Второй подпункт. Будущее интернета. То есть, что представляет собой будущее интернета? Прочитайте цитату философа Джесси Келлерман. Это задание, ребята, на письмо. В наши дни дружба – это нечто дешевое, легко заменяемое. Войдите в интернет, и вы сможете обзавестись хоть 1000 друзей. На основе данной цитаты напишите эссе объемом 100-120 слов. Соблюдайте особенности текста рассуждения. Используйте простые предложения, осложненные вводными конструкциями, однородными членами. Қазіргі кезде достық бұл өте арзан, тез алмастырылатын дүние зат. Интернетке кірсеңіздер, сіздер мыңдаған достар табасыздар деген цитатамен, Джесси Келлерменнің, философтың цитатасымен сіздер келісесіздер ме? Өз ойларыңызды айтыңыздар. Ол 100-120 сөзден тұратын эссе болу керек. Мен мысалға бір мәтін жаздым. Осындай мәтінді
айтып берулеріңіз керек. Это задание на говорение. Я думаю, что эта цитата имеет долю правды. Ведь нынешние поколения и вправду могут предать своего близкого друга за ценную вещь. Но не все люди такие, и думать, что все человечество такое из-за одной персоны, глупо. Также это относится и к друзьям, с которыми люди знакомятся благодаря интернету. Люди разные, и это должны все понимать. Друзей можно найти как и в реальной жизни, так и в интернете, но не каждый из них относится к настоящим друзьям. Настоящие друзья, кто это вообще такие? Возможно, многие задавались этим вопросом. У каждого свое понятие о дружбе и верности друга. Некоторые считают, что настоящие друзья – это те, с кем можно гулять, веселиться, играть. Возможно, даже есть люди, которые считают, что настоящий друг – это тот, кто сможет дать тебе денег, если надо. Но не мне их исправлять, ведь каждый из них имеет свое мнение и свои представления насчет жизни. Но, по моему мнению, друг – это тот человек, который сможет тебя поддержать в трудных ситуациях, ведь это моральная поддержка или физическая. Это тот человек, который в любом случае будет на твоей стороне. Это тот, кто поддержит тебя, даже если весь мир будет против тебя. Я верю в такую дружбу, и в каждый может верить. Возможно, и я найду себе такого преданного и искреннего друга. Ребята, всем вам желаю найти настоящего друга и испытать, и возможность испытать всем, что такое настоящая дружба. Дружите. До свидания, ребята. Удачи вам.